В Ухте в одном из домов по улице Кремса жильцы 5 квартир почти месяц живут без газа из-за несговорчивых соседей. После аварийного отключения в середине мая специалисты обслуживающей организации не могут провести необходимую проверку, без которой включать газ по стояку небезопасно. Есть ли выход из ситуации, разбиралась Виктория Науменко. Почти месяц Мария Цвенгер готовит на электрической плите. Если с этим еще можно смириться, то греть на плите кастрюлями воду для купания и стирки, а в доме газовая колонка – колоссальное неудобство. Перерасход электроэнергии идет в разы, делится женщина. При этом в пострадавших квартирах живут и семьи с маленькими детьми. Постоянно бегать с тазиками по квартире, вспомнить там 90-е годы, да, тяжело. Наши будни начинаются с того, что мы звоним в управляющую компанию, в газовые службы, в администрацию города. Нам отвечают, что все в работе, все в процессе. По сей день, как видите, газа так и нет. Аварийное отключение газа в 4 домах по улице Кремса было еще после майских праздников. Во всех, кроме дома номер 5, газоснабжение полностью восстановили за неделю. Чтобы включить газ в первом подъезде этого дома, необходимо проверить участок в одной из квартир, где возможна утечка. Но эта процедура оказалась для специалистов невыполнимой задачей. Со стороны газовой службы, зная просто по разговору, они ей предлагали, давали гарантийное письмо, что они произведут ремонтные работы. Но собственник не реагирует, и собственник просто не предоставляет доступ к внутриквартирному газовому оборудованию. Как говорят в управляющей компании, в самой квартире уже давно никто не живет. Но контакты с представителем собственника есть. Она находится в Ухте, в квартиру пускала, но от ремонта внутриквартирного оборудования отказалась. Представителям управляющей ресурсоснабжающей организации соседям убедить ее не удается. Говорит о том, что у нее есть вопросы к газовой службе. Вопросы с газовой службой по сей день до сих пор так и не решились. То есть ни управляющая компания, ни газовая служба никаких действий не предпринимает. Как нам пояснили в управляющей компании, утечка в квартире очевидно есть. И здесь нужна не просто проверка, а устранение аварии. Если включить газ сейчас, все может закончиться трагедией. Но и это для представителя собственника не аргумент. С ней сотрудники управляющей и ресурсоснабжающей компании общаются куда чаще и напряженнее, чем соседи. Она не видит никаких нарушений со своей стороны и считает, что ее действия абсолютно законные. Сейчас управляющая и ресурсоснабжающая компании добиваются разрешения провести ремонтные работы в квартире без согласия собственника. Это возможно только по решению суда. Заявление уже подано. Стороны ждут назначения первого заседания. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.